Сегодня День памяти и скорби. 81 год назад началась одна из самых кровопролитных и жестоких войн 20 века. Она длилась 1418 дней и ночей. Из первых дней стала называться Великая Отечественная. Все потому, что весь народ поднялся, чтобы защищать свое отечество от фашистского нападения. Миллионы жителей нашей страны отправились на фронт, чтобы сражаться за свою родину. Миллионы ковали победу в тылу, и сегодня мы помним их подвиг. Александр Карепин продолжит. Объявляется минута молчания. Троекратный холостой залп в воздух во время минуты молчания. Воинский салют в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня вся страна скорбит по героям, которые ценой своей жизни защитили Родину. Ровно в 4 часа утра, 22 июня 1941 года, без объявления войны нацистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата стала черным днем в истории, обозначив начало кровопролитной войны, которая длилась 1418 дней и ночей. В этот тяжелый для всех день по всей России проходят памятные митинги. В столице Коми состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» и памятнику воинам-интернационалистам. Почтил память погибших в годы Великой Отечественной и глава республики Владимир Уйба. Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб с оружием в руках, защищая свою родину. Мы отдаем дань памяти тем, кто своим трудом ковал победу в тылу. Женщины, дети, старики, забыв про сон, отдых и голод, трудились на заводах и лесозаготовках, выращивали хлеб. Все для фронта, все для победы. Мы помним тех, кто погиб в концлагерях, кто умер в блокадном Ленинграде. На фронты Великой Отечественной войны из Коми ушло более 170 тысяч жителей. Более 23 тысяч пропали без вести. Судьба порядка 50 тысяч человек не установлена. В боях за Отечество пали смертью храбрых и умерли от ран около 53 тысяч солдат и офицеров. А те, кто остались живых, навсегда запомнят эти 4 страшных года. Ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Матюшин, обращаясь к жителям республики, прочитал оду – напутствие подрастающему поколению о ценности жизни, свободы и Родины. Миллионы жизней война унесла. Такая цена у победы над фашизмом была. Память, память, ты же можешь, ты должна на секунду стрелки повернуть. Там не только важно вспомнить имена, на мои глаза еще взглянуть. В мир иной уходят старики, участники, свидетели кровавой той войны. Присоединилась республика и к Всероссийской минуте молчания. Акция прошла в 12 часов 15 минут. Именно в это время, 81 год назад, в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии. В канун памятной даты в Сыктывкаре у мемориального комплекса «Вечная слава» состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. С участием министра внутренних дел республики Андрея Сицкого, слушателей Центра профессиональной подготовки МВД и кадетов полицейского класса школы номер 18. Этот день стал точкой отсчета, несчетным испытанием советского народа на мужество и верность отчизне, на веру в победу, которая была оплачена слезами и кровью, миллионами жизней и сломанных судеб, сожженными дотла городов и сел. В этот день мы чтим не только тех, кто не вернулся с полей сражения, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью российских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников, ковавших победу в тылу. 22 июня не только День памяти и скорби, но и последний в этом году день благотворительной акции «Красная гвоздика». В Коми она проводится уже на протяжении 5 лет. Каждый год во время акции миллионы людей по всей России помогают ветеранам, приобретая значки за любое посильное пожертвование у волонтеров и в торговых сетях.
В республике помощь от фонда «Память поколений» получили уже 45 ветеранов. По прошлому году Республика Коми была в топ-10 регионов, собравших большее количество средств для помощи ветеранам боевых действий. Это было более 200 тысяч рублей. И это здорово, что люди, казалось бы, понемногу, там, по 100 рублей, по 500, по 200, кто-то даже по 50 кладет, но в сумме мы получаем действительно хорошую сумму для оказания адресной помощи ветеранам боевых действий. 22 июня не просто годовщина начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых трагичных дат в истории. Наш святой долг – никогда не забывать правду о прошлом, передавать ее будущим поколениям и свято чтить память героев не только сегодня, но и в любой другой день. Александр Карепин, Олег Костромин, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.